Сельхозярмарки – место не для гламурной торговли, и место привычных тележек торговых центров. Здесь вот такие вот хозяйственные. Еще несколько минут, и они будут заполнены до отказа. И капуста нужна, и морковка нужна, и лук нужен. В лидерах у покупателей сезонные овощи. В топе, конечно же, картошка. С фермерских ларьков ее уносят только мешками, даже не торгуясь. Она кругом 12, и там была 12, но кругом ее нету, закончилась. Ой, какой хороший. Хорошая картошка. Точно? Да. Свежесть и качество за этим и едут на ярмарке. Только овощей за первые 2 дня фермерской торговли завезли почти 400 тонн. Разложили 60 тонн мяса. Это говядина, свинина, птица. Покупатели пока больше прицениваются и ищут выгоду. А вот дома почем подешевле здесь купить? Мясо вот надо. Вот мясо почем грудинка? 290. Вот 290, видите? Мясо дороговато, что-то сказали. 280 везде, а так 320. Если мясо брать, оно забито накануне ярмарки, да? Люди просто вот как раз идут за свежей продукцией. Ну и фермеры заинтересованы тоже продать свой товар. Фермеры же ждут, когда сезонная ярмарка снова станет популярной среди казанцев. Предварительно подсчитывают заработанное, но не каждая суббота аншлаг. Ваш коллега говорит, на 50 тысяч в прошлый раз продали. Ну, бывает, разное Да? бывает, да. Иногда очень плохо, иногда даже хорошо. А вот сегодня как вам? Сегодня плоховато. У фермеров еще есть время наверстать прибыль. Их день торговли традиционно суббота. Ярмарки продлятся до конца декабря, чтобы все успели сделать запасы. Альбина Минибаева, Ренат Сафин, ТНВ, Казань.